В рамках социальной ответственности закрытое акционерное общество «Прогноз», которое намерено добывать серебро в Якутии, по соглашению с правительством региона приступило к ремонту наиболее сложного участка автодороги Себян-Кёль-Батамай в Кобяйском улусе. Здесь нахожусь в командировке с целью произвести отсыпку дороги очень сложного участка Марь. Она летом непроходима. Вот мы сейчас отсыпаем специально мощностью где-то метр, иногда и больше. Вообще наша задача отсыпать 2 километра дороги для того, чтобы этот грунт расклинился. И вполне возможно, что с течением времени здесь будет проезд. И тогда жители Сегена смогут ездить летом на Батамай без всяких проблем. Мы сейчас как раз находимся на участке Арга-Алы. Вот они говорят, что они с Батамая до сюда едут 3 часа. А вот эти 2 километра, они иногда едут неделю. Задача поставлена отсыпать 2 километра, это 8400 кубов. Как только отсыпем этот объем, который согласован с Супродором Республики Саха, сразу машины уходят дальше на участок. Одновременно делаем для поселка, решаем еще одну задачу. У них русло реки уходит под старое кладбище. И мы сейчас спрямляем русло реки, чтобы не смыло старое кладбище. И получается плечо где-то порядка 8 километров. И вы сами видите, дорога очень скользкая. Вы сами долго ехали. Очень скользко, тем более, что через поселок в среднем отсыпается где-то порядка 1000 кубов в сутки. Я планирую, что где-то к среде мы закончим. Как вспоминает пенсионерка Марфа Протодьяконова, еще в советские времена по разбитой дороге и непролазной грязи добраться до Батамая было весьма трудно, даже на лошадях. Иногда приходилось идти пешком. Дорога занимала несколько дней. По ее словам, дорожный вопрос неоднократно ставился перед правительством республики, поскольку это ближайший путь к Якутску. Сегодня ситуация, в общем-то, не поменялась. По словам жителя Себян-Кёля Вячеслава Готовцева, из-за сложности перевозок цены в магазинах в 2 раза выше, чем в Якутске. Летом дорога очень плохая, говорит он. На отдельных участках застревает даже трактор. Если бы она имела твердое покрытие, то тогда по ней можно было проехать на внедорожной технике или грузовым транспортом. Очень хорошо, что начали ремонт дороги, но было бы еще лучше, чтобы отремонтировали и другие сложные участки пути, считают жители села. Аркадий Васильев, Каролина Босикова, ЕСЯ.